такое. Так, тут где-то КФС рядом стоит. Где? Мне надо масочку надеть. Где-то вот здесь это вот было. Проверим. Запах какой-то есть. Типа как ручкой пахнет. О, снег сгребает. Видали, да? Снег сгребает. Блин, я вытащил, смотрите. Маску вытащила, она без этого. С одной лямкой только. Что такое, а? Придется нужно достать. Это маски, я думаю, этого нет. Придется тоже без этого. Сейчас я сделаю. Неудобно одной рукой. Крайне неудобно. Очки еще запотели. Где вот? КФС. Вот он. Доктор Сандерс, или как полковник Сандерс. Так, народ выходит. Никаких предупреждений, ничего нет. Запрещено. Покажи мобильный телефон. Вот можешь. На этом, да? Дезинфектор. Так, тут сколько? Один этаж. Туалет между есть. Вон. Заказывать. Вот. По приложению что, 30% нормально. Даже анкета какая-то. Любить работу легко. Работу можно устроиться. Так, ну тут что-то все занято, да, у меня? Занято. Вот сидит. Все работает. Отлично. Люди ходят, выходят. Без проблем. Так, ну что, это у нас район автовокзала. Вот это автовокзал. И вот прямо напротив него такая точка активная. Вот этот КФС. Никаких предупреждений, что он
работать не будет, ничего нет. Все работать. Ух, а тут снега-то сколько нам нагребли, а? Представляете? Оба-на. С крыши. КФС. Бассейн Челбун. Ну и давайте прогуляемся с вами. Всем привет. С кем еще не поздоровался. Маску пришлось одеть, чтобы зайти внутрь. Москву. Так, улица у нас это Октябрьская, да? Я куда-то хотел зайти, мне надо было в магазин. Бокс-маркет, да, точно. Но сейчас придется ждать. Вот 1000 мелочей, новые здания построили. А когда-то на этом месте стояла одноэтажка такая. Магазин 1000 мелочей. Сейчас вон какую махину отгрохали. Просто обалденно здоровую. 30 секунд еще стоять надо. Конец рабочего дня у нас. Поэтому движение интенсивное. Автовокзал Якутский. Так, что 9 секунд еще осталось, да? Торговый центр напротив. Пуховиками торгуют. Сейчас кому пуховики-то нужны? Уже все, весна. У нас тепло, градусов 10. Градусов 10. Ну что, давайте пройдемся. Да, вот это махина. Сколько же там площадей-то, а? Квадратов. Объект сдан. Открытие 1 мая. Открытие 1 мая. Смотрите, 1000 мелочей. Торговый центр. Это объявление об аренде. Люди переходят. Ну, а мы сюда пройдем с вами. Так. Здесь вот деловой центр. Жилое здание, но тут, короче, какие-то офисы есть. Какие-то офисы. Здесь также Билайн и МТС. 2 офиса. Если кому интересно. Так, а мы вот сюда вот, в эту подворотню вернем. Блин, что там в ботинках делается? В эту подворотню. Diamond Clinic. Ух ты. Это сеть медицинских офисов. Вот они куда, оказывается, затесались. Вот сюда вот. Здесь сити шашлык, мясо в тандыре. Люди есть. Open. Open. Почему по-английски написано open. Как будто бы у нас тут иностранцы ходят. Ну, тут, в принципе, рядом находится недалеко студенческий городок. Там обучаются люди из разных стран. Ну, я знаю, обучались раньше. Сейчас-то не знаю. Обучаются, нет. Но раньше обучались. Так, бананы продаются. Почему бананы, интересно? Это ого, наверное. Я что-то смотрел. Последний раз 280 рублей килограмм бананов. Так, вот. Так, это здание, это офис Сбербанка с задней стороны. Ну, какое у них здоровенное здание. Что-то. А это вот малосемеечки здесь по Октябрьской. Это вот, по-моему, малосемейки это связистов были. Давали им
когда-то жилище семьям небольшим, молодым. Людей как бы устраивало. Но сейчас-то каким более устраивает. Сейчас, по-моему, любой угол уже устроит. Если свой есть, это уже очень и очень, о господи, хорошо. Так. Собачек выгуливают вот там. Смотрю. Ух ты, это какой-то магазин, продукты мясных производителей. Чиген Ас. Обалдеть. Куда он затесался? Шарики. Открытие было или что? Так, вот здесь где-то магазин был. Я знаю, можно со стороны улицы зайти или со стороны двора. Так. Ох, а что там убирают, да? Что-то. А, точно. Снег вывозят. Он там этот бульдозер с таким ковшиком большим. Ладно. Вот эти вот лед сейчас, который снег с крыш домов сметают, его надо убирать. Так, как я тут пройду, а? Мне надо вот сюда вот. Тут какая-то решетка. Что за решетка? Это что такое? Уберите за собой. Смотрите. Это место выгула собак. Оба-на. Уберите за своей собакой, пожалуйста. Видали, да? Так, кто что написал? Чат. В 1000 мелочей я брал в прокат кассету в 1999 году. Да. Были во многих местах. Да, пункт проката. Алюдибек Айбеков. Градусов сколько? Да, градусов 10. Тепло. Солнечно. Хорошая погода. Тумана нету. Замечательно. Можно погулять. Вот я и решил немножко пройтись. Вечерком подышать. Провентилировать легкие, как говорят. Так, вот тут где-то магазинчик есть. Я хотел в него зайти. Бокс-маркет он называется. Это Нордхаус, вот это здание Нордхаус, но он с задней стороны здания. Нордхаус. Вы, наверное, все привыкли со стороны улицы смотреть, а это со стороны двора. Со стороны двора. А, вот, еда. Еда. Эти качки я надену. Там, кстати, может связь курит. Бокс-маркет еда. Он интересен тем, что у него ценник невысокий. Там на кое-какие продукты. Сейчас говорят, эти кондитерка подорожает. Так, где этот? А, вот здесь вход. От 10 до 60 что-то процентов сказали. Так, ну тут решение. Не знаю. Тут на вход. Здравствуйте. А банан почем у вас? 200 рублей. 200? Мерено. А это почем пакет? По 50? 50, да. Все, да? Нормально показывает, надеюсь. Так, хлеб. Почем хлеб? Хлеб подорожал, нет? Что кто знает? Не знаю. Цены нет. Вот такая вот ватрушка 36 рублей стоит.
джемом типа. Вот такая булочка 30 рублей. А вот такая вот 42 рубля. Хлеб Монтакаш. Почему на это? На батон это нету цены. На хлеб формовой. Непонятно. Рублей 45-50 обычно. А вот тут есть что-то. Тоже цен нет. Ой, падает. Ё-моё. Все падает, все рушится. Якутский хлебокомбинат. Все бесценное. А вот такая есть французская багет по 64 рубля. Он такой длинный. А вот есть. Непонятно сколько стоит. Так, ладно. Цены не поймешь какие. Так, еще тут у нас есть шоколад Альпенгольд по 60 рублей. 85 грамм. Угу. Что еще есть? Что еще есть? Так, это что там такое? А, это химия, да? Собачий корм. Так. Я, так мало интересно. Все. Ну, народу что-то многовато, конечно, сегодня. Ну, шампусик продается. Шампусенок. Смотрите, шампусенок. Шампусенок. Тропик. И сколько стоит он? Непонятно сколько. Честно так здесь ходить. Люди ходят, толкают. Так, что надо взять? Что-то все разобрали. Панталола 60 рублей такая вот стоит. 60 рублей. Ну, взять что ли? Попкорн. Так. Сок вот такой 112 рублей добрый. А такой 283. Ничего себе. А, 2 литра здесь. 2 литра 300 рублей. Обалдеть. Так. Ну, кондитерка. Кондитерка. Печенье затяжное 94 рубля. 280 грамм. Ну, что-то дороже стало, да, по-моему? Дороже. Мария 500 грамм 150 рублей. 300 рублей килограмм. Вот такое. Так. Сухарики 64 рубля. Сколько здесь? 270 грамм. Угу. Ну, вот эти вот всякие. Так, а чай? Чай. 69 рублей, пачка 100 граммов. 70 рублей. Угу. Так, Липтон 66 рублей. А такой 38. Лисма. Ой, что ли? 40 рублей, да? Или ладно. Пойдусь. Дома был чай. Надо его пить. Ну, там запасы еще есть. Так, а это что? Всякие заготовки. О, тушенка. Почем тушенка, да? 160 рублей. Это уже 230. 230 свинина. Говядина 217. Говядина тушеная 156. Так, тушенка, да, но это не тушенка, да? Так, а обычная тушенка вот 144 рубля. 127 вот такая вот. Да.
стало дороже. Так, а сайра сколько стоит? Сайра банка 118. Печень, икра. Кого это? Ментая? 107 рублей. Так, что еще тут есть? Хорошо. Даже вот здесь цены подняли. Что так, кукуруза 84. Горошек зеленый 117 рублей. 78 подешевле. А вот какой-то горошек 47. Ну, плохой он. Твердый какой-нибудь. Так, макарушки 84 рубля. Макфа 450 грамм. А, вот здесь вот эти продают 800 граммов лапшин. Тут недорогие. И хлопья гречневые. Это, какие? Овсяно-гречневые, ржано-пшеничные 29 рублей. 45 злаков. Взять, что ли? Попробую. Для желудка полезно. Кашку есть. Кашка для желудка самое то. Так. Итальянские макароны 110, 500 грамм. Это что такое? Крупы какие-то непонятные. Так, а рис почем? Рис круглый 85 рублей. 85 рублей килограмм. Ух ты, макароны есть, а? Макароны 93 рубля 500 грамм. Давно я такие не видела нигде. С дырочками, чтобы были. Что я эту сумку не взял. Теперь неудобно. Такая, ну что-то они битые все. Ёбли, ломаные. Не буду я такие покупать. Лом. Так, а что у нас? Sunny Gold литр 193. Обалдеть, можно такую взять за 825 рублей. Объем какой тут 5 литров. 5 литров 800 рублей. А сахар где? А вот сахарный песок 900 грамм 110 рублей. 900. Гречка есть. 340. Ну тут большой вес 1,5 килограмма, 343 рубля. Дорого, да? Что-то вообще. В таком магазине я хорошие макароны посмотрел, такие макфа. 100 с лишним стоит. 100? 450 грамм? Ну вот. А такая же весовка, да? А тут по 93. А, 450 грамм. Это тут 72 рубля, что ли? А, 100 рублей. Надо покупать пока. Тут по старым ценам. А вот 800 граммов гречка 180 рублей. Так. Так. Так, минарка. Так, ладненько. Где у них тут? Пройти сюда. Почем печенье за килограмм? 260, 230, 300, 330. Вот это вот красивая. Так, ладненько. Так, и что у нас? Сгущенка. Да, сгущенное молоко 60 рублей, юбилейное. Это самое фиговое. 62 вот такое есть. Блин, мне ничего не получилось. Такую банку возьму. 62 рубля. Смотрите. Очень и очень тесно. Так, шоколад какой-нибудь взять. Молочный шоколад, кокос. Или такой, это обычный классический взять.
А как карта, да? Банан по 200, короче, здесь. Подешевле. Так, ладно, выходим, а то здесь связь фиговая была. Выходить. О, вышел. 9 смотрит. Всем привет, город Якутск. Сегодня какое у нас число-то, я уже забыл. Напомните мне, там погода отличная у нас. Тепло, градусов минус 10. Снега никакого нету. Солнце ясное, ветра тоже нету. Что можно ходить гулять. Так, о, смотрите, дорожка тут постелена. Как для президента прямо. Так, а вот здесь что такое, а? А, это же садик. Новый садик. Смотрите, какие новые садики строят. Его года 3 назад или 4 построили вот этот садик. Это сзади Нордхаус. Он в ограде Нордхаус находится. Так. Да. Ну, вот такие окна, смотрите, круглые там. Всякие такие нестандартные. Раньше делали в Союзе, ну хорошо делали, надежно, но все такое какое-то было одинаковое все. Все было одинаковое. Все было такое одинаковое. Так, ну что, как мне здесь выйти на улицу-то? Клиника современной трихологии. О боже, это что такое? Что за трихология? Я даже не помню. Не знаю. Трихология. Что-то с чем-то связано с таким чем-то непонятным. Белоснежка. Центр по уходу и просмотру за детьми. Смотрите, если ребенка деть некуда, вот сюда его отвозите. Пожалуйста. А, вот этот сад называется Остров Сокровищ. Остров Сокровищ. Машин, конечно, припарковано. До жути много. Ну, конечно, весь двор заставлен. Еще приезжают многие на машинах своих. Так, а вот где выход? Вот он, выход. Смотрите, сколько транспорта. Пельмени, за которые не стыдно. Да. О боже, учебный. Она пытается учиться ездить. Девушка пытается научиться ездить в условиях городского трафика. О, какой Мерс. Вот на него запчасти, наверное, сейчас дорогие, да? Они же, по-моему, прекратили сотрудничать. Ага. О, а тут смотрите. Это как они, одуванчики. Ну сейчас они не светятся, а обычно их включают. Они такие прикольные. Все классные, конечно. Так, а здесь напротив у нас Оптимист. Торговый центр, где делать нечего вообще. Ой, сейчас
конечно, меня задавит, кто проезжает. Он еще на санках детей возит, потому что снег укатанный, удобный катить. Тишку посадил и катишь. Так, улица Орджоникидзе. Смотрите, какой трафик сейчас у нас вечером. Сумасшедший трафик. Сумасшедший. 19-й автобус на остановке стоит. Сейчас вообще у нас улицу ремонтируют и непонятно что. Кстати, пройтись по улице, что ли, по проспекту вот этой части, которая ремонтировалась первая, то есть где театр оперы и балета. Так. Вот это вот здание военкомата, я знаю. А призывной сам военкомат там дальше, по Октябрьской туда. А это Нордхаус. Нордхаус. Северный дом, да? Правильно я перевел? Шарме, галерея красоты, центр свадебной вечерней моды. Да. Женятся, а потом через полгода разведутся. Свадьбу сыграли, кучу денег, кучу бабла. И стратили на свадьбу. Так, ну что, вот надо будет перейти нам с вами через этот переход. Я вот еще сюда хотел зайти, в сопротивление все-таки компьютера, глянуть, что там за цены. Какие интересные цены там. Сейчас же цены-то ого-го стали. Ого-го. Так. Сопротивление — это один из таких топовых магазинов продажи компьютерной техники в Якутске, компьютеров. Ну, он небольшой, но тут, в принципе, выбор есть. Такая подставка, отдельные подносики, крепление. 410 рублей, такой же 200 рублей стоит. Видюхи какие у нас? 200 тысяч, 3070 Ti, 203 тысячи, 199, 3070, 172 тысячи, 192 тысячи. Видюха, видеокарта. Подешевле 89 есть. Все такие дорогие-то все. 158. Какая-то самая дешевая. 145. А, вон. 52 тысячи. Самая дешевая, да? 47 590. Ага. Ну тоже 50 тысяч за видеокарту. Ё-моё. Процессоры. Всякие разные. 60 тысяч. Самый дешевый. 8 тысяч. Какой-то слабенький МДшка. Память 8 гигабайт. 10 тысяч. А и есть за 4 тысячи. За 3 даже. DDR4. Чем-то они отличаются, да? Так, накопители на сколько? 1 терабайтный. О, 8590 рублей терабайтный винт. Обалдеть. 2 терабайтный 10 тысяч. А на 500 гигабайт 4950. Да, цены раза в 2-3 скакнули. Нормально, да? Нормально.
Ну, компьютеры, это системные блоки, мониторчики за 30, за 40, за 25, 43, 34. Такие цены. Эти корпусы 24 тысячи стоит один. Хороший корпус, кстати. 24 тысячи. Как компьютер стоит. Фигня, ладно. Для интереса зашел. Думал, может подешевело. Че, нифига не подешевело. Еще даже, по-моему, дорожает все, что ли. Ну, вот тут что, окна меняют пластиковые. Так, ну давайте с вами сейчас пройдем на улицу. Сейчас я в комментарии же, что надо почитать. Загулял. Так. Молодец, спасибо. Я не поняла, это в каком магазине и в каком городе. Город Якутск это. Якутск это бокс-маркет, еда на улице. Вот сейчас это улица Октябрьская, вот это вот. Вот видите, да? Вот там вот, в этом Нордхаузе, бокс-маркет. Вот тут такой баннер большой. Счастливая семья, счастливая республика. Вот смотрите, видно, да? Так, тут остановка, но сейчас тут автобусы не ездят. Тут шестерка, восьмерка останавливается. Так, что там дальше? Читаю комментарии ваши. Якутска. Причем тут КФС, его же закрыли. У нас работает. Там начало стрима, смотрите, я заходил. Все работает. С самого начала, я там в самом начале в КФС заходил. Работает, все. Ничего там, заходишь. Ну, главное, маску, наверное. Да, особо даже никто до маски там не докапывается. Пожалуйста, можно зайти, взять еды. Там можно покушать либо с собой, без проблем. Так. Угу. Так, ну это ВТБ банк. Вот здесь у нас санкционный ВТБ банк. Здесь офис у него, по-моему, здесь главный офис. Вот здесь вот. ВТБ. В таком вот доме красивом. Это самый центр, проспект Ленина. Все, Бургер Хит. Вот, пожалуйста. Бургер Хит. Работает он. Смотрите. Работает. Бургер Хит. О, я вижу что-то новенькое. Сейчас я вам покажу. Так. Студентам скидка. Смотрите. 10%, да? Из ВФУ. Бургер Хит. До 9 часов работает. Ну, все, пожалуйста. Работает. Второй этаж есть, да? А, тут просто столики. Бургер Хит работает. Народу немного. Можно посидеть, перекусить. Цены демократические. Только бургеры делают меня тем, кто я есть. Чел. Так, вот. А этот участок улицы проспекта Ленина, который ремонтировали. Но сейчас его еще не запустили. Поэтому можно прогуляться. Опс, тут какой-то бугорок такой. Вот тут получается еще, видать, должны асфальт сделать, еще может что-то насыпать. Ну, это когда все растает, конечно. И... А вот там вот театр оперы и балета вдалеке. Вот. Туда если идти. Театр оперы и балета. Там, кстати, захоронение 18 или 17 века откопали. Надо прямо на дороге. Я туда не буду ходить.
Так, Академия наук, и вот тут у нас представительство президента республики. Так, булочки, смотрите, какие прикольные. Так, институт космофизических исследований, вот это вот здание советское времен. Тут космофизиков было много, исследовали. Ну, что-то они обследовали. Короче, вот Кузьмин профессор здесь работал. Еще вот там бюст есть, стоит. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Шафер Юрий Георгиевич, тоже профессор. Такой вот. Орден Ленина у него, что ли, значит. Медаль. Так, вот мы сейчас с вами где. И я вам показываю сейчас, что вот с этим происходит с проспектом Ленина. Вот смотрите. Его долбят. Долбят. Вот такие большие кучи мусора. И смотрите, что я вижу. Собачка бегает. Но она с ошейником. Она сбежала от кого-то, да? С ошейником она. Так, вот они что тут делают. То есть тут вот не долбили, да? Тут не долбили. Тут ездили машины. И вот они должны, по идее, вот здесь вот продолжать ремонтные восстановительные работы. Смотрите, какая гора. Это, смотрите, я вам что показываю. Асфальт. Асфальт отдолблен. Вот они этим отдолбили. Как он называется? Машинка такая долбежная. Специальная. Сбойный молоток на гусеницах. Видали, да? Как вам? Кстати, вот это здание библиотеки Пушкина. Вот это историческое здание. Там даже на крыше я вижу герб Российской империи. Вон там видно, нет? Ага. Вот, короче, реставрируют. Видать, к юбилею города они хотят все сделать. Вот это вот, смотрите. Сняли верхний слой. Верхний слой сняли. И вот такие вот. Но тут еще, смотрите, еще асфальт. То есть он, тут можно изучать, короче, как улицу. Историю по слоям этим. Можно изучать, как ее делали. Конечно, много раз асфальтировали ее, и она уже такая вот вся многослойная. Так, одна из старейших город, центральная улица города. Так, ну что, смотрите, видите, какой слой асфальта толстенный. Это, видать, последний. Вот у меня нога, да? Смотрите, нога, и вот это вот такой слой сравнения. Да. И все равно дорога, она поломалась. Все равно, несмотря на то, что такой толстый слой асфальта был, все равно вечная мерзлота, она вот делает свое дело пакостное. И теперь решили полностью зачистить, выдолбить тут на метр или на сколько глубины, потом заново все засыпать и заасфальтировать уже по всем правилам, как это надо делать. Так, я тут не пройду. Здесь пройду, да? Вот здесь пройду. Так, все у нас Вестфалик вот работает. Смотрите, что такое. Это иностранная, да? Магазин иностранный тоже. Или не иностранный. Сейчас наши многие на иностранный манер любят себя именовать. Ну, не поймешь. Так, уже вот сумеречно становится. Вон там луна. Видно, да, над домом луна. У нас уже вылазит. Вот. Ну и вот вам панорамка. Смотрите. Но ее еще должны глубже делать. Вон тот участок, который там дальше, его сделали, его выдалбливали вообще капитально.
на метра полтора где-то в глубину. Ну, сейчас вот идут работы на этом участке. На двух участках получается. Здесь работы не идут, тут просто отдолбили, а вот там, где гостиница Лена, там идут работы. Видите, люди на велосипедах ездят. Оп, 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 вот так вот. Как они ездят его по скользкому такому. У них, видать, резиновая, шипованная резина на велосипедах. Смотрите, вот вам проспект Ленина, 2022 год. Всю, ну не всю улицу, но вот раздолбали. Участками делают, короче. Вот так вот. Еще дальше будут делать. Тут какой-то участок. Вот тут дом, по идее, должны строить. А тут вот это вот построили. Так. Так. Ну, вот такие вот старые дома еще, первые каменные дома, которые в Якутске были построены. Вот с этой стороны они вот. Тут видных деятелей всяких республики садили. Ой, не садили, давали жилье. Давали им жилье. А вот там вот тоже школа такая же. Деревня, это вторая, по-моему, или первая, даже не точно не помню. Видите, да, здание. Тоже такое 50-х годов постройки. 50-х годов. Ну, тут уже машины понемножку ездят, как бы. Но здесь все равно тупик, как бы, поэтому у них вот только немного их здесь. Вот, кстати, бриллианты, Якутия, магазин. Золотишко кому надо с бриллиантами. Сейчас говорят, это очень, как говорится, ну, если вы хотите хранить свои рубли там или доллары, можете вот их поменять на золотишко, и у вас будет, типа, они сохранятся. Ну, цены, конечно, на золотишко-то, ого-го. Что-то 15 тысяч, что ли, грамм. Ну, со скидкой по 9, по 10. Дом русской кухни, Бекетов. Ресторан. О, музыка. Ё-моё, так, убегать надо. Так. Хорошие песни, конечно, в исполнении Боярского. Но они не в тему, конечно, для меня, для нас. Вот, смотрите, тут у них огоньки зажгли. Такие вот. Бекетов дом русской кухни. А это дом правительства. У нас дом правительства. По-моему, это дом правительства один. И тут же вот там вот Илтумен. Ну, пристрой. Так, здесь что у нас? Здесь когда-то была столовая «Кристалл» вот в этом здании, который примыкает к Якутской геологии. А сейчас здесь travel кафе, еще какие-то магазины. Деньги отличные, наличные. О, смотрите, какая здесь красотень-то, а? Сейчас видны все. Площадь Ленина. Площадь Ленина. Ух ты, а здесь, смотрите, эти фигуры до сих пор, они стоят ледовые, вон там, при входе в дом правительства. Так, успеть перейти. 17, 16, 15. Ой. Ой-ой-ой-ой.
Все. Ну и что здесь у нас на площади Ленина? Мы видим каток. Каток. А, тут горка стояла на этом месте, горка. Ее убрали. Горку убрали. Угу. Ну, вот каток остался. А зачем горку убрали? Мы могли бы еще кататься. Так, кстати, минус 16 градусов. Сейчас 15 число. Март месяц. 16, минус 16 градусов. Вот тут музыка играет, конечно же. И люди катаются. Там он каток, Дружба называется. И вот там пункт проката. А раньше здесь кафешка была еще дополнительно. Можно было посидеть и это самое. Фу, там что-то кофе взять. Так, ладненько. Что-то не в тему музыка, да, все-таки. Худший враг спортсмена — это музыка. Так. Якутск Плаза. Это универмаг. Тоже. И вот тут довольно так вот эти вот гирлянды повесили на площади Ленина. Это фонтан. Ну, конечно, он не работает, потому что зима, сами понимаете. Вот такой сейчас вид здесь. Вот даже с клюшками и с шайбой они приходят и играют. Представляете, да? Как здорово. Люди гуляют с санями. — 18:21 сейчас время якутское. Московское, соответственно, 12:21 должно быть. Если эти часы вот там наверху правильно показывают. Так. Что-то я вам все одно и то же показываю, да? Надоело уже, наверное. Ну а что делать? Что еще снимать? Куда-нибудь в какой-нибудь зайти. Район какой-нибудь. Что снимать там. Ну, тут довольно это, у нас так активно. И если посмотреть, а там в районах, я не знаю даже, что смотреть. Дома, там помойка, дом. Гаражи, дом. А здесь вот какое-то хоть разнообразие есть. Так. И там и собаки могут бегать. Там еще опасно ходить, когда было. Ну, говорят, с ними борются. Так, это говорят, с ними борются, но я что-то вижу их, наблюдаю в последнее время все больше и больше. Сейчас весна. Они, видать, спрятались или что. И сейчас вылезли. Да, главное, чтобы они в стайке не скучковались, тогда есть опасность определенная для жителей одиноких. Вот. Тигр. Смотрите, тигр. Тигр. Причем разными многоцветными огнями переливаются. Там лампочки. Вон, по таким цветам. И кто-то здесь деньги, 10 рублей. Кому-нибудь надо, он 5 рублей. Если не хватает денег, вот тут можете выколопать их. Выколопать изо льда. Ну, все-таки вот это, кто так делает, 10 там монеты в лед, мне кажется, что это только портят вот эти ледовые скульптуры. Такое ощущение. О, вечная мерзлота, смотрите, что делает. Выперло. Там, видать, какое-то бревно
лежит, и его выпирает наружу. Вот одна кочка, и вон там вторая. Его не вытащили, и вот они сейчас вылазят. Вылазят оттуда. Их вечная мерзлота выдавливает. Такая вот особенность вечной мерзлоты. Если что-то в ней лежит, она ее оттуда может вот вытащить. Так, ну здесь остановочка у нас, я не знаю, тут что-то людей нет, значит автобусы здесь не ходят, не останавливаются, я так понимаю. Или они уехали, люди все. Так, театр государственный, академический русский драмтеатр имени Ас Пушкина. Так, а что там идет, а? У них же, в принципе, репертуар большой. Сорванец, не вся коту масленица, виртуозы Якутии. Что, концерт будет, да? Какого числа? 19 марта. Смотрите, будет концерт. Скрипка поет о Якутии. Виртуозы Якутии. Музыка продолжается. Концерт в рамках Года Матери и столетия СССР. Искусствовед Лариса Гавышева, художественный руководитель. Концертмейстер Надежда Петрова. 19 марта в 17 часов. Вот, пожалуйста, кто хочет сходить. Недавно. Вот, подождите, скоро будет. Сегодня 15, да? Значит, вот через 4 дня можно зайти, билеты купить. По-моему, вот эта филармония, можно даже онлайн как-то их купить. Так, Сорванец 12+. Не вся коту масленица. Вот, пожалуйста, комедия. Вон, кто хочет. Короче, кому интересно. Вот это вот что-то самобытное. ДГРНГ ЭГТ. О, какой-то этот интересный ансамбль, смотрите. На национальных инструментах они играют. Ну вот это вообще прикольно. Христофор Максимов. Ага. Вот это вообще прикольно их послушать. У них такие интересные звуки, конечно. Вот это если вживую слушать, даже труба такая большая есть. Вот надо тоже, конечно. Кто хочет что-то такое интересное посмотреть, необычное, можно сходить. Так, винотека здесь. Фон бед, ставки на спорт. Винотека. Крепкий алкоголь тоже, говорят, подорожал. Так. Проспект Ленина. Вот лавка, продуктовая лавка. Смотрите, какие лампочки там прикольные висят. Все вам покажу. Вот сюда. Такие. Смотрите, спиралька там внутри. Типа ретро, да? А это новые лампы. Но они, конечно, не дешевые, но так они довольно симпатично смотрятся. Их куда-то так повесить, в качестве такого фонового освещения. Угу. Можно покушать, зайти. Продукты. Я не буду заходить. Кондитерская, пекарня. Вот тут почетные люди жили. Доски. Хирург, новатор, заслуженный врач РСФСР, кавалер 2 орденов Ленина, Октябрьской революции, ордена знака почета, видный общественный депутат Верховного Совета ЕССР 2 созыва. Гурьев Дмитрий Афанасьевич жил в этом доме с 1955 по 1971 год. Представляете, да? Ну, видать, как его построили, этот дом, он там и стал жить. Так, сладкие мечты, кондитерка. Да, кондитерка, говорят, что-то 10, 50, 60% подорожало. Еще одна мемориальная доска. И Фраше, Франция,
Интересно, работают они? Ив Роше, создатель растительной косметики с 1959 года. Ив Роше работает? Работает, все, смотрите. Ив Роше. Так, все работает. Все у нас работает. Дает это все. Парфюм. Да, цены, конечно, 2900 что-то. Дороговато. Ну вот даже есть за 219 рублей. Ну, с запахом, да. Какие-то тюбики. С чем это? Крем для рук. А я смотрю, что. А вы не закрываете, что ли? А, еще, да? А то все что-то говорят, закрываются. Все работает, да? Шампунь от перхоти. 660 рублей. А цены выросли, нет? Нет, не поднимай. Нет, да? Старые цены, да? Да. Так что у нас Ив Роше работает, цены не поднимались даже с момента вот этих всех событий. То есть как они были, так они здесь. Видали, да? Так что у нас все нормально. Ух ты, тут даже квартиру продают в этом доме. Трехкомнатная, 83 квадратных метра. Кому надо. Большая, бывшая улица Большая, проспект Ленина. А тут, кстати, жил в этом доме Грант Арамович Григорян. 1919-1962 годы рождения. Вот он, кстати, много такой национальной музыки написал. Он жил в этом доме с 1955 по 1962 год. Это совсем мало. А он умер в 1962 году. Ё-моё. Недолго он пожил. Так, а здесь у нас пельмени, да? Летим и варим свежие пельмени. Пельменная, вот, пожалуйста. Можно пельмешки покушать. И на улице можно посидеть. Смотрите, какие здесь лавочки. Прикольные. Азиатско-Тихоокеанский банк здесь находится. АТБ. Так, и я вам сейчас покажу, что тут интересное. Солнечные часы вон там на стене. Смотрите. Вон там стена, видно, да? Солнечные часы. И сейчас, конечно, ни черта не видно, потому что солнца никакого нету. А так вообще они летом показывают примерно время. Ну, не точно, как примерно. Примерно. Так, вот. Продается четырехкомнатная квартира, 89 квадратных метров. Район Сайсары. Блочный косметический ремонт. Стоимость 6 миллионов 900 тысяч рублей. 7 миллионов, короче. Так что вот покупайте квартиры в Сайсарах. Так, что мы с вами тут перейдем? Кто-то перейдем с вами? Здесь переход. А это здание тоже историческое. Иркутск, ой, это картография. Ну, тут геодезическое предприятие находится или ну, сейчас уже большей частью они все в аренду сдавали. Все в аренду. Ну такое оно оригинальное. Там у нас что СССР написано. Такая вот сверху СССР. И смотрите, у них какие колонны здесь Каринского ордена. Вот так квадратные они формы. Такие вот.
Ну и тут когда-то был магазин, карты продавали. А потом карты все в интернете стали доступны. Карты уже никому не нужны были, поэтому магазин этот ликвидировался. И сейчас здесь просто разные магазины. Там еда какая-то есть. Куча, короче. Кафе, пекарни. Кинабон. Кинабон. Также здесь еще кто-то, какие-то организации находятся. Смотрите, здесь находится территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Видали, да? И следственное управление. Ой. Так. Так, а сейчас мы с вами вот в этот переулок заскочим. Пища для тела и души. Рыбный магазин. Рыбный магазин, да, это Чезар. Здесь они рыбку торгуют. Рыбкой там у них. Ряпушка, селедка. Что-то еще, короче, продают. Синабон, кафе, пекарня. А вот они куда спрятались. Синабон, этот кафе, пекарня. Вот сюда они. Синабон, кафе, пекарня. Кто любит вкусненькое, вот здесь вот. А здесь все такое счастье есть, пища для тела. Одна еда, короче. Кофе, маркет. Давайте так походим двориками Якутска. Сейчас по улицам уже находились. Все изучили. А вот дворики такие вот. Сейчас они так выглядят. Пока можно еще ходить, а скоро начнет все это таять. И тут уже надо будет прыгать, скакать, как горному барану. Так, вот это вот тоже историческое здание рядом с кинотеатром Центральным. Здесь тоже вот подписные издания, был магазин. Сейчас уже, конечно, книжный магазин известный. Но сейчас его уже нету, естественно. Так, что-то у меня руки замерзать стали. Ну, тут хрущевочка вот такая вот облагороженная. Смотрите, сделали эти балконы, да, в одном стиле. И выглядеть она стала более-менее. А здесь вот в этом подъезде нет. Тут вот этот человек, он не стал делать скрываться. И так он и все как попало выглядеть. Да. Угу. Подъезды. Вот тут хорошая дорожка у них, асфальтированная, без бугров. А тут что есть у нас? Фотокопия. Фотокопия. Если вам что-то откопировать надо, вот здесь вот фотокопия есть. Пошли сюда. Так, ну это вот уже улица Орджоникидзе. Орджоникидзе, мы сзади с тыльной стороны ходим, смотрим. Эти вот дома, дворики, путешествия по дворикам Якутска. Вот кто-то стоит, курит. Люди все-таки без этого не могут, без сигарет почему-то. Зависимость у людей такая. Выходим улицу Курашова, общественный центр, ну, профсоюзы вот здесь вот республики располагаются. Федерация профсоюзов республики Саха-Якутия. Вот в этом здании. Тут когда-то было такое каменное, такое 3- или 4-этажное здание. Старенькое такое. Оно сгорело. И вот вместо него, смотрите, что отгрохали. Какую домину здоровую. А вот это вот здание, по-моему, суд. Какое-то, ну, юридическое учреждение. Я не знаю точно. Там у них все время забор закрыт. Так, 7-6 школы не успеем. Смотрите,
движуха какая. Это у нас улица Курашова. Курашова. 29 секунд стоит. Мне надо. Так, тут что написал, давайте почитаю. Симпатичные скрипачки, надо идти. Да, идите. Тут классно играют, и можно послушать, духовное какое-то удовольствие получить. Так, 5, 4, 3, 2, 1, старт. Духовно-эстетическое наслаждение, да, как говорится. Все-таки учиться вот на скрипке играть, это мучительное дело. Вот. Там инструмент, там очень тонкий слух должен быть у кто играет на скрипках. Потому что там ладов нету, у них как на гитаре, допустим. И приходится вот это все на слух. Поэтому слух должен быть идеальный у скрипачей. И учиться, конечно, там сложно на скрипке. Я знаю, на скрипку там отдают в совсем маленьком возрасте, чтобы добиться какого-то более-менее результата хорошего. Простишоп. А здесь смарт. Комиссионка какая-то 24. Ну это вот эти всякие телефоны там, компьютер, ноутбуки бэушные. Тут можно приобрести. Если у вас деньжат мало, можете сюда зайти и взять. Вот это вот Федерация профсоюзов. Видите, какая махина. Какой большой дом. Ё-моё. Сколько там? Что там внутри находится, интересно. Это Федерации профсоюзов. Столько этажей. Так, а вот это вот домики, смотрите, это еще кирпичные дома. Вот здесь вот на проспекте жилые дома. Но это не хрущевки. Короче, вот это вот первая постройка каменных домов, которая была. Но они на сваях. Уже на сваях, естественно, поэтому нормально стоят. Водосчетчики. Вот здесь вот, кстати. Кому нужны водосчетчики? Ой, машина какая. Забыли машину. Что у нас? Орджоникидзе 7/2 дом. 7/2. И здесь вот эти вот, смотрите, теплотрассы, вот такие вот теплотрассы. Это вот такие раньше были теплотрассы, по ним там трубы лежали, еще, по-моему, какие-то кабеля кидали. И вот переход вот такой вот через нее. Сейчас уже так не делают, конечно. Так, кстати, мне надо сейчас минутку шнурки завязать, а то я хожу. Сейчас я вам поставлю. Давайте вот так вот поставлю. Надеюсь, не грохнется. На шнурки. Я хожу, нет возможности. А вы пока посмотрите на снег. Или что там? Что там показывает-то, а? Так, еще один звук. Какие-то ботинки непонятные. Развязываются сами. Вот их завяжешь. Иди, ходишь, они взяли и развязались сами по себе. Ой, так, ну хоть завязал. Сумка раскрытая. Закрыть сумку. Так, все. Я вас беру. Так, вот это, короче, домики тоже старые такие. Еще типа хрущевочек, но они из кирпичные. Кирпичные. Вот тут гаражик. Смотрите. У кого-то такой классный гаражик. Здесь стоит с машинкой. И это вот мы с вами Курашова 22. Сзади. Это Ростелеком здесь находится. Ростелеком. Вот это вот. Там лестница.
Тут когда-то был проход, по-моему. Можно было перелезть здесь, но сейчас фиг перелезешь. И там у них какой-то скверик вот здесь вот небольшой был. Вот он. А Ростелеком сзади, если смотреть. Так, давайте отсюда выберемся. Выберемся отсюда. Сейчас темно, как камера-то снимает. Интересно. Я-то вроде как нормально вижу на экране. Ну, телефон реальный, он неплохой. Неплохой. Это видео. Съемка у него неплохая, стабилизация. Но в режиме этого не работает. В режиме стрима она не работает. Вот тоже такой же дом здесь нотариус. Прямо кирпич. Видно этот кирпич. Его ничем не обштукатуренный, просто кирпичная стена. Такая. Так. Ну, сейчас мы с вами на проспект Ленина выйдем. Здесь какие-то постройки, гаражи. Вот с этой стороны. Так, вот там у них, смотрите, антенны какие на крыше. Здоровые антенны. Спутниковые. И тут у них вот эти елки-то выросли, ё-моё, дай Боже. Так, вот это тоже старый дом. Вот это вот старый дом тоже. Жилой дом. Вот типа сталинский, да, сталинский. Вот у них окна даже видно высокие такие, большие. И там раньше строили это прилично, да? Так, не жалели пространства. Так, а здесь Сириус. Сириус, что-то такое, да? Дом какой-то. Сириус. Что за Сириус, я не знаю. Можете посмотреть под Вагиш или по карте Яндекса, что за Сириус. А это вот здесь гостиница Лена. Вот она так выглядит. Гостиница Лена. Это ее тыльная сторона, задняя часть гостиницы Лена. У них тут забор, вот, пожалуйста, проезд не до гаража. О, так вот, такой у них двор гостиницы Лена. Что тут интересного нету? Так, о, снега сколько, о, вот это да, снега сколько, смотрите, горы снега. А как мне отсюда выбраться? Так, я вижу, что-то работает. Какая-то техника жуткая. Проспект Ленина они долбят. Так, а здесь у нас бриллиантики, видите, да? Бриллиантики, золотишко, изделия из золота. Пожалуйста, можете подкупить себе. Алмаз. 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 Ювелирные украшения, стильная бижутерия, дисконтная программа, скидки. Кто хочет золото? Вот сюда вот. Так, разворачиваемся. И что мы наблюдаем с вами? Оба-на дорогу. Смотрите, как они ее копают. Это экскаватор, да? Правильно я называл? Экскаватор. Он что делает у нас? Он вот так вот ковшиком загребает, да? Смотрите, на какую глубину. И вот сюда вот его. Опа! Такие там большие эти куски земли. Вот, смотрите, как. Опа! Оп, быстро-быстро все делают. Главное, там вот под ней не стоять, подальше надо стоять. Смотрите, что я вам показываю. Исторический момент ремонта улицы проспекта Ленина, 2022 год. Март месяц. Вот ее сейчас выроют
а потом туда грунт засыпят. Грунт засыпят другой, а этот очень плохой, его вынимают здесь. Смотрите, какая глубина. Ой, надо подальше держаться. Как там все-таки вот этому в экскаваторе влево-вправо, вот так целый день он, да? Целый день. Влево-вправо, влево-вправо, влево-вправо. Смотрите, насколько он на метр, на полтора. Опа. Вот видите, я вам все показываю. Оба. Взял. Подальше станем. Видали, да? Сразу сколько загребает. Оп. И высыпает. Можно долго стоять, смотреть так на это дело. Экскаватор называется. А до этого тут асфальт колотила такая машина с таким клювом. Она, наверное, вон туда переехала дальше. Смотрите. Опа! Класс, да? Кому нравится смотреть, как работает экскаватор с ковшом? Ну, а тут люди ходят. Люди. Главное, туда близко не вставать, что гребает, смотрите, гребает. А то может камень отскочить какой-нибудь, прилетит такая бандура и капец в голову. Жух. Здорово, да? Вот так он весь, всю дорогу должны они вскопать. Представляете, да? Наверное, вот этих водителей, их можно как этого брать, летчиков, у них голова не кружится. Это целый день вот так надо сидеть. Влево-вправо, влево-вправо. Еще и вот эта пыль оттуда вот вылетает. Ну, ладненько. Так, посмотрим, что здесь у нас. Какая-то труба. Ого. Что они тут раскопали? Надо было днем идти, но днем мне не удается сходить. Вот вечером хоть немножко что-нибудь. Вот они на такую глубину вырыли ее. Здесь какие-то трубы еще, провода, что ли это? Провода старые, видать, какие-то кабеля тут в земле. Вот это все дело разрыли. А там, где в районе театра оперы и балета, там даже вырыли могилу какую-то. Ну, могильные захоронения там 17-17 века. О, столб этот, смотрите, вот столб. И здесь вот интересно. Они не до конца доколотили. Видать, чтобы он не обвалился, потому что здесь провода идут. Так, что такое? Читаем комменты. Никаких комментов пока нету. Ну ладненько. Пишите что-нибудь в чат. Специально для вас снимаю, чтобы смотрели. Мартовский весенний Якутск. Ремонт улицы Ленина. Проспект Ленина. Бывшая улица Большая. Давайте шлепаем дальше, ладно. Стоять-то тоже. Чай не май месяц, еще прохладно. Там 16 градусов, 15 градусов, да, минус 15 градусов. Вот здание Лорпа, вот, ордена, орден, как он, почетного красного знамени, что ли, я уже стал забывать название орденов. Время проходит,
память стирается. Лорд. Минус 15 градусов. Сейчас время у нас сколько? 18:53, да? Вроде бы. Ленское речное пароходство, кто не знает. Кстати, я могу показать вам эти якоря, которые там стоят. Сейчас к ним пойдем, к якорям. А здесь, смотрите, что сделали у нас. Вот этот грунт привезли, или это гравий? Что это такое? Давайте посмотрим. Это гравий. Это гравий. Вот такую гору здесь привезли. Этого гравия. И вот им будут уже засыпать дорогу. Будут им засыпать вот эту дорогу, которую вырыли. Но его много надо. Смотрите, какой глубины. Какой большой глубины ямина-то, а? Смотрите. Вот это да. Сейчас я с края встану. Вам покажу. Видали, да? Ямина-то какая просто офигенная. Он там работает экскаватор. Вытаскивает грунт вот на такую глубину. Вот на такую глубину. Так, тут какие-то бревна, еще что-то есть. Вот вырыли они, представляете, да? Вот так вот весь проспект Ленина они будут делать. Ну, часть уже сделали. Вот это вынут этот грунт отсюда, да? Эту улицу уже много раз делали, и там что только нету. Бревна там были и так далее. Это все вынут и засыпят вот такой вот грунт хороший. Новый, он будет ровный, и дорога будет ровная. По идее, как кажется. Как должно вроде. Ну, посмотрим, конечно, как это все. Тут вечная мерзлота. Сложно, как это говорится, сложно все это дело, как он себя поведет. Хоть и институт межзлотоведения у нас есть, но все равно дороги, они не держатся долго, дороги. Так, ну вот это тоже здание историческое. Тут когда-то кафе «Волна» было. Вот это вот. Кафе «Волна». Сейчас здесь жилые квартиры. И вот первый этаж — это разные магазины. Так, вот переход здесь, где лорд у нас. Если перейдем сейчас, здесь переход. Здесь остановят. Сейчас я вам хотел показать Дзержинского, дом 2, здание лорда. Сейчас хотел якоря показать. Вот это вход, центральный вход. Там кораблик наверху, видно, да? Флаги республики России. И еще какой-то флаг непонятно. Так, это вот якорь. Вот этот якорь, он здесь давным-давно уже. Вот этот якорь. Вот он такой. Он уже давным-давно, вот этот якорь. Смотрите, какой он здоровый. Металлический металл, чугун или что там, я не знаю. Откуда его взяли вообще? Это вообще с какого-то, вот этот якорь, я не знаю, наверное, с какой-то большой океанского какого-то лайнера, я думаю. И цепь, смотрите, какая цепь. Видали, да? Какая тут цепь. Обалденная. Тут сам якорь, он офигенно здоровый, большой такой. И здесь вот поменьше есть уже. Рядом поставили. Вот. Тут он уже такой поменьше. И тут руль еще какой-то. Кстати, руль. Штурвал, да, или как он называется? Колесо вот это управляют, которым. Река Лена у нас рядом.
большая, одна из самых длинных рек. Вот тут надпись какая-то. Да. Не вижу, к сожалению, не вижу. И вот такой вот якорь. Вот такой якорь. Вот этот якорь уже похож на обычный. Вот он такой вот. Такие вот у него загнутые эти, как они, как у... Ой, ловят-то рыбу на что? На крючки. Крючки похож, крючки. А тот вот такой вот якорь. Ну, тут крупнее, конечно, массивнее. Вот этот якорь его недавно поставили здесь, этот памятник. Так это все выглядит. Так, люди гуляют с собачками. Надеюсь, они какушки за собачками убирают. Ну вот тут два якоря вот таких вот. Два якорька. Так, я куда-то хотел еще с вами пройти. Как бы нестандартными путями пройтись. Не там, где обычно все ходят, Сейчас мы с вами в переулочек зайдем, обойдем здание Лорпа и с другой стороны там, в подворотник какой-нибудь зайдем. Тут, кстати, вот педучилище, вот это вот здание серенькое. Сейчас уже у нас 7 часов. Вон луна, пожалуйста, видно луна. 7 часов вечера. Уже люди в основном с работы приехали. Так, в этом здании Лорпа у нас какие-то рестораны находятся. Рестобар, Румс. На завтраки ждут они. С 8 утра. Представляете, да? Завтраки. В рестораны там может немного народу ходит, а на завтраки, в принципе, должны люди ходить. Ну и, конечно, смотря какие цены. Ой, сейчас, наверное, не знаю, с этими новыми ценами, сейчас кто будет ходить? Кому деньги девать некуда. Вот это здание педучилища старинное. Так, сейчас. Угу. Так, и вот тут интересно такие вот есть кораблик, да, вот такой, вот, смотрите, это кораблик же, да? Такая ладья, вот какие раньше по Лени плавали. Первый якорь в 1972 году поставили с лехтера горняк весом 2 тонны, а рядом новый. В 2019 году появился, его не видел живьем. Ну да, вот спасибо вам за комментарий полезный. А это вот они вот здесь сделали вот такие вот кораблики, поставили, как бы. Это ладья такая, вот, которая раньше по Лени плавали, вот они такие вот были лодочки. Здание педучилища. Здание педучилища. Старинное здание. А вот здесь, смотрите, Black Star Burger. Это российский бренд. Поэтому он, соответственно, работает. Тут музычка какая-то грохочет. Музычка. Вот у них бургер. Я знаю, что это Тимати, да, по-моему? Вот его организовывал. Один из соучредителей. И видим, что люди ходят. То есть молодежь любит такие заведения. Так, это мы зашли за Лорп. Тут у них двор. Дворовая территория. Ничего интересного нет. И это у нас дом Ленина 6/1. 6/1. Вот тут отгрохали. Какой высокий домик. Он уже давно стоит. Я уже давно его вижу. Я просто здесь не ходил, не бродил. Его уже давно здесь построили. Ну, относительно давно. Лет как 10, наверное, что ли. Вот он какой. Какой-то необычной формы даже. Смотрите, там сверху что-то. Так, его можно вообще обойти? Так, наверное, можно, да?
Тут кругом гаражи какие-то. Гаражные постройки. Так, это у нас дом, сейчас вам скажу, Дзержинского 2/1. То есть это прямо за лорпом находится он. Там лорп. И вот прямо за лорпом это здание находится. 2/1 Дзержинского. Так, я здесь выйду, нет? Здесь есть проход? Вот здесь. Интересно. Или я зашел опять в тупик? Ну, конечно, тупик, да? Вот так вот ходить. Там я точно не выйду. Придется мне обратно топать. Ну, хоть посмотрели. Хоть посмотрели немножко. Что и как. Центр города. Тут в основном ходим-то по улицам вот как бы центральным. Там все уже на 100 рядов все уже все знают. А вот дворами мало кто ходит, бродит. Что делать, да, во дворе? Если не надо, так и не зайдешь, да? Если не надо тебе, так и не зайдешь. И живешь вроде бы в городе, всю жизнь прожил, а мало чего видел. Потому что в основном люди ходят туда, куда нужно. Это может быть только вот какие-нибудь эти водители такси, там скорая помощь, там вот эти вот знают все. Ой, блин, у меня заряд 1%. Все, ладно, давайте будем прощаться. 1% заряд. Вот это здание. И вот и последнее, что я вам показываю, это вот общежитие